Вот. Всем привет. Всем привет. Так, это у нас улица Кирова, 25, да? А вот это улица Горького. Здесь вот Алмаз-Ардиенбанк находится, перекресток. И театр юного зрителя. Вот здесь вот. Театр юного зрителя. Так, афиш нету, он, видать, закрытый сейчас. Потому что коронавирус. И ничего не работает. Да он еще, по-моему, смотрите, какой. В каком виде он находится. Так, снега у нас. Очень много выпало снега. Нападало тут вот за несколько дней. Ну вот он в такой ситуации. Прямо, не прямо я снимаю. Ну вот эти вот малосемейки на Горького, которые 92-й дом. Вот это сейчас все вот так вот выглядит. 92-й. За магазин какой-то, окей, продуктовый, куча машин. Вот. Видно, да? Тут входы. Вот эти вот. Их тут 92, да, вот этот дом. Какой он. Давно построенные они. Еще в советское время. А здесь вот напротив музыкальное училище. Вот это вот. Инвестрах, страхование, аптека. Так, здесь двор. Угу. Сзади зайти, показать. Ривьера, какой-то магазин. А вот это вот напротив, там через дорогу. Ой, как он называется этот? Бассейн. Здесь вот другой дом, тоже такой же аналогичный. Вот в этом доме раньше была станция переливания крови. Сейчас она куда-то в другое место, пятиэтажки вот в этом. Вот этот дом. Он так, сзади гаражи. Он такой вот он. Он такой у нас. Красавчик. И разворачиваемся, вот этот дом тоже малосемейка. Проходим вот такими тропинками, тут люди уже натоптали, естественно. Натоптали. Ну, а мы куда-то вот сюда пойдем. Вот что нам здесь пройти. Это гараж утепляет. Человек пол себе. Пол, чтобы там, видать, за электричество кинет. И будет у него зимой теплый гараж. Вот так вот рядом с домом. О, вся помойка завалена. Ё-моё, не убирают уже давно. Так, вот этот вот. Еще одна малосемеечка. Она такая. Здесь проезжая часть. Так, тут получается у нас 96-й дом или 94-й, это 98-й. 98-й дом. Вот он такой вот. Продукты, горячий чай. Таким вот образом. Здесь велики чьи-то стоят припаркованные. 98. Какие крылья тебе по вкусу? Это что такое за реклама? Red Bull, господи. Ерунда. Люди ходят.
кругом. Вот она, улица Горького. Что-то везде вот это объявление, высокооплачиваемая работа. Что за работа? О, воробьи, шки. Ну вот эти вот 3 малосемеечки по Горького. 98, 96 и 92. Так. Дальше пройдем. Он снимает. Ой, еще шиповника сколько. Ё-моё, смотрите. Ну, грязный, конечно, он, поэтому он никому и не нужен. А так, в принципе, сейчас его в чай добавлять, заваривать. Как раз, чтобы не было ОРЗ. У нас новинка. Власти издали указ, что Горького 100, вот, что кто заболевает ОРВИ, респираторной вирусной инфекцией, тоже его родственники, с которыми он живет, должны уходить на карантин 14-дневный. Там, соответственно, вся проверка тоже, вся проверка на ковид и так далее, тесты сдавать, бегать надо. Короче, что хорошее. Якутск 2020. Год патриотизма у нас. Вот этот октябрь. Машины еще заснежены. Горького 100. Вот здесь вот Купи-центр, автостудия и так далее. Лицевые защитные маски, экраны. Соблюдайте дистанцию, продают. Кроме такой обычной маски, трехслойной, да, можно еще такой вот экран сделать. Вот собачки. Да, и у нас еще новость сегодня прочитал. Значит, что собак стерилизованных и привитых, вот тут ремикс. Кто не знает, ремикс, алкоголь. Собак привитых и стерилизованных выпустят в их естественную среду обитания, с питомника. Ну вот этот магазин на горке торговый центр. Тут раньше такая одноэтажка стояла, а здесь церковь. Никольский храм. Это улица Октябрьская. А там автовокзал. Раньше можно было к нему напрямик пройти, а сейчас вот перегородили, надо только туда, с этой Октябрьской заходить. Да. Ну вот видим, убирают снега. Так, пошли. Я вообще не знаю, снимаю я или нет, потому что камеру пришлось упаковать в чехол, иначе она долго не проработает. Замерзнет быстренько. Ну вот эта улица. Так, это какая у нас улица? Тургенева, что ли, вот это Тургенева. Там как звук-то записался. Храм. Хлебная лавка здесь, вот можно пироги рыбные приобрести. Вот храм Никольский. Никогда сегодня тороплюсь, поэтому некогда находить туда. Надо будет как-то зайти, снимать внутренний вид. Так, это у нас новая школа. Тут когда-то были бараки одноэтажные бараки были, их посносили, вот такую вот шикардозную школу построили. Гимназия, или как она называется. По
новому проекту уже там перила наверху, балясины. Красоте. Вот какая она. Школа тоже на особых мерах. Школа у нас забой вот такой вот шикарный. Здесь возвели шикардозный забор. Так, а нам, наверное, надо будет на ту сторону, что ли, пройти. На ту сторону. Видите, у них там наверху еще какой-то беседка или что там такое, колоннада, как это точнее называть, для отдыха или для чего, что там делать наверху. Ну вот, улица Тургенева, гололед на улице, на самой дороге. Дорогу недавно сделали, она ровненькая, поэтому вот положили эти вот препятствия, такие вот препятствия положили. А вот здесь вот новые дома построенные, целый комплекс здесь зданий, все делают, все не доделали вот этот дом. Все уже давно сделано. Вот там, которые впереди. Здесь магазинчик шаурма. Какой-то непонятный. 16 ходит автобус. А вот здесь вот у них, смотрите, что. Гаражи и сверху игральная площадка. Игральная площадка. Так. Бесплатная помощь наркозависимым, где такие объявления. Двадцашка здесь ходит тоже. Двадцашка. Ну как сделали? Типа колонны какие-то из труб. Интересно, да? Архитектурная ляп такой. Непонятный. Что они хотели этим выразить? Так, там, наверное, трясся этот механизм, блин, звук как записался, нет, надо будет прослушать. Пытаюсь записать одним дублем все, потому что некогда кнопки тыкать, монтировать неохота лишнее время тратить. Вот, уже звук. Все машины в снегу. Студия красоты. Студия красоты. Такое непонятное. Так, и сюда. Дискаунтер какой-то. Что здесь дискаунтер? Даже не знаю. По идее дискаунтер это где низкие цены какие-то при каких-то мелкооптовых закупках или вообще. Никольский торговый центр, ряды торговые, всего понемножку. Здесь же, по-моему, Oriflame фирма такая есть, сейчас она работает. Oriflame. Внутри целая куча магазинов здесь была. Сейчас я не знаю как. Ну, открытые должны быть тоже. По идее у нас не стали закрывать этот раз. Вторую волну не стали магазины закрывать. Даже театр работает. А там вот напротив здания
Ростелеком души. Так, ну все, мы встали, стоим здесь. Ждем перекресток такой активный, улица Петровского. Улица Петровского, улица Лермонтова, перекресток. Вон женщина с коляской будет сейчас через эту кучу переезжать. Четыре, три, два, один, пошли. Вот она так вот ее перетаскивает. Вот так. Так. Какие-то светофоры висят тоненькие. Ну, как мы любим камыши. Камыши в городе, мы любим их. Так. Потому что хоть какая-никакая растительность. Растительности у нас мало в городе, потому что север, сами понимаете, растет все маленькое такое, по сравнению с югом, и меньше, конечно. Тальник, березы, там, сосны. Это все растет, конечно, но сезон-то у нас теплый, короткий, поэтому за это время не успевает ничего вырасти. Вот какой-то дом старинный, Лермонтова 93. Вот какой дом. Тут еще люди живут. Тут дом, я не знаю, каких годов, 50-х, 60-х постройки, без понятия. Так, ходить вообще-то скользковато, ботинки я делал, там подошва такая гладкая, поэтому приходится быть осторожным. Так, вот сейчас сюда пройдем. Такая площадка здесь. Смотрите, какая площадка. Думаете, что здесь было? А здесь были постройки, незаконно построенные. Вот их заставили снести, типа торгового какого-то центра сделали, ну, незаконно, без соответствующих документов. Поэтому все вот убрали, кто это сделал. Так, ну вот, это мы идем внутри квартала. Сайдан, продуктовый магазин. Сайдан. Здесь дома, которые относятся к улице Каландарашвили. Каландарашвили, какой там 40/4, что ли. Такая у них площадка. Тут когда-то дом такой стоял, детские брусы, его убрали чем-то, поставили такую. Детей что-то не видно, чтобы гуляли. Но мы видим, что работают дворники. Очень хорошо. Вот там вот. Местами работают, местами, видать, не успевают еще что-то убирать. Но вот сейчас для них самый сезон работы наступил. Так вот. Целый день вот надо лопатой сначала отколотить. А тут пока снег рыхлый, проще убирать. Проще убирать, пока он, ну, не накатали его, не стал он
твердый, проще убирать. Убирают вот это тротуар они, видать. А это уже не ихнее дело. Дорога. Так, ну видим, детский сад у нас здесь работает. Детей выгуливают. Ну а куда детей девать? Родители работают. Дома никого. Вот. Куча толпа детей, где воспитательницы в масках. А куда детей девать, если родители работают? Никуда их не денешь, тут сады поэтому работают. Школьники такие еще по домам сидят. Вот таким вот образом. Проходим тут такой переулок, не знаю, как его название, просто без названия, что ли. Здесь куча гаражей. Гаражи вот такие вот. Есть капитальные из кирпичей, а есть гаражи такие вот обычные гаражи, железные гаражи. А здесь пивной, подкова, разливные напитки. Здесь кто хочет пиваса, напиться, здесь можно. Wi-Fi здесь фри, свободный, вон они тоже подметают. Мы открылись акцию 1+1. 1+1 акция. Смотрите, что творится вечером в пятницу. Жуткие пробки. И вот здесь снег. Все, снег. Там целая каша уже с грязью. О, машина едет. Короче, жду вон тут автобус. И не могу никак дождаться его. Потому что такая большая пробка. Вот сейчас они едут и сейчас встанут. Встанут они сейчас. Все, встали. И вот так будут стоять. Потихоньку ползут. Ползут. Ну, а это улица Пояркова. Заезжает, да? Ё-моё. Вон там цирк. Фестиваль Мамонтенок. Улица Пояркова. Новое здание. Кафешка здесь. Travelers. Для путешественников. А ничего, уже елки там поставили. Ничего, это за деревья. Похоже на елки. Но не елки. Такая ситуация. Гололед. Поэтому надо вот таких вот, как у женщины, обувь. Что они такие. Ну вот, пятница, напряженный трафик на улицах. Смотрите, машины. Все заснеженные у нас, все заснеженные машины. Такая красавица и вся под шубкой вся. Ну, все дворы заставлены машинами, естественно. И еще добавилось дополнительно снега. Здесь стоматология.
находится. А напротив, через дорогу, магазин «Мясной двор» и «Бахус». Адантис. Зубки, кто хочет отремонтировать за денежку, может сюда прийти. Магазин итальянской обуви Балдинини. Правильно я прочитал? Балдинини. Пояркова 18. Вот так вот сейчас выглядит эта улица. Вот тут такая каша, жуткая каша под ногами. Смотрите, что творится. Ну и здесь аптека, Совкомбанк у нас. И там дальше нотариус. Он, кстати, открыли японский маркет. Вот там вот вдалеке какой-то бытовой химии, косметики. Японская, короче, косметика. Кого интересует, вон там, где круглая такая, Зен написано. Пройдемся дальше. Что уже стемнело. 6 часов у нас. Обстановочка в городе вот такая вот. Включили такую подсветочку здесь на улицах. Стало. Вот, смотрите, у нас уже зима, считайте. Улица Пояркова. Идем по ней с вами. Сейчас свернем на улицу Курашова. По такому снежку. У нас уже снега хватает снега. Впереди видим, это католическая церковь. Здесь орган находится, и периодически приезжают исполнители, органисты, где можно послушать. Переходим дорогу. Здесь светофор еще. Надо ждать. Два, один, пошли. Интересно, как вот камера будет в таких полусумерках снимать. В темноте уже, по сути дела, у нас уже темно. Видали? Снега сколько. Снежка нападало. Где-то там, говорят, воды нету, снега нету, ничего нету. А у нас вот и река рядом, большая, широкая, сибирская, одна из самых больших рек в мире. Река Лена. И вот снег тут падает. Не хочу. Сегодня у нас 16 октября. Так, а здесь что такое? Букмекерская контора какая-то. Что еще такое? Никогда не было, не заходил у них. Трансляция спортивных событий. А, это, видать, игры какие-то. Футбол, там еще что-то. Так, а здесь что мы видим? Скупка и продажа цифровой техники. Ноутбуки, смартфоны, компьютеры, телевизоры. Гейм-зоне, PlayStation, интернет-центр, кстати. Так, а здесь что написано? Киберспорт, интернет-центр, киберспорт. Таким образом, томагавк. Что это такое? Лонж-бар. Ну, а здесь видим, мы строим вот такой большой дом. Высокий. Жилой комплекс «Панорама» называется.
панорама. Такое место удобное. Здесь перекресток как раз. И очень удобно до сюда добираться, если кто здесь квартиру купит. Так, а что у нас Сластена уже закрыто? Точно, но зато у них вот, смотрите, Новый год уже. У людей уже Новый год. Гирлянды висят, тут все моргает. Снег. Ну, пора елку ставить, короче. Так, а все, он закрыт? Закрыт. Ха, странно. Смотрите, Дюралайф тут висит. А можно было зайти мороженое купить, в принципе. А почему он закрыт-то? Ничего не понятно. Непорядок. Китагава. Ресторан японской пищи. Китагава. Вот им удобно будет, кто в этом доме квартиру купит. Им здесь удобно будет. Спустился, вот те Китагава. Или у них, наверное, доставка есть. Доставка еды. Видите, как прикольно. Кстати, туда залезть можно. Подняться. И наверх еще можно подняться. 3-й этаж. Кстати, вот смотрите. Ну, я особо не любитель этих всех ресторанов. Вот так вот, чтобы с высоты посмотреть на город, в общем-то, интересно. Даже тут лампочки здесь. И вот какая обстановка на улице. Ну, машин уже поменьше стало. Обычно в пятницу как бы работают, рабочий день на час сокращен. Поэтому... Ух, пищит. Такая обстановка. Через окошко. Поехали дальше. Не знаю, что через это окно видно. Что-то видно. Это по Лермонтова едем. Сейчас свернем на улицу Дзержинского. Долго стоит он. По-моему, проще было пешком дойти. Даже быстрее. Это все на перекрестке. Стоим, ждем. Тронулись. Вроде бы как тронулись. Едем. Опять стоим. А там еще повернет, еще там пробка. На Дзержинского какая большая. По-моему, на всю улицу. По-моему, мне будет проще сейчас вылезти, чем ехать. Я быстрее дойду тогда. Видите, машин сколько. Сколько машин. Ой-ой-ой. Тьма тьмущая. Машин. Что он встал. Еще аварии, видать, что ли тут. Ну, конечно, такой гололед такой, если то и аварии будут. Надо дорогу чистить от льда. Все, встали, еще раз встали. Следующее – молокозавод. Завода. Уважаемые пассажиры, находясь в салоне автобуса, держитесь за поручни, уступайте места пожилым людям и пассажирам с детьми. Счастливой поездки!
Даже счастливые поездки желают. Ух ты. Тут яма какая-то большая. Долбает на кочках. Ну, относительно быстро поехали. Но сейчас будут пробочки опять. Опять будут пробочки. Интересно, машины почему-то все в снегу. Мало кто чистит. Дальше потихоньку едем. Но главное вот из этой пробки вылезти. Главное через этой пробки вылезти. Потом, в принципе, уже будет посвободнее. Но пока морозов нету. Сколько сегодня? -4. Поэтому машин еще достаточно. Как будут морозы, так люди машины и поставят, большинство. Едем потихоньку. Продвигаемся вперед. А опять встали. Такими небольшими рывками двигаемся вперед. Так что, по-моему, проще пешком добежать, чем сидеть, ехать. Ну, вот сейчас скорость набрали. Немного. Сейчас опять встанем. Такая вот трясучка в салоне. Молокозавод. Школа номер 10. Смотрите, оба-на, пробка. Ходить уже опасно. Ё-моё. Смотрите, можно грохнуться и улететь по таким ступенькам. Ну вот, остановочка. Вон там машин сколько. Тьма тьмущая едет. Гололед опять. Переходим. Осторожно надо идти. Успеваем. Даже гонщики есть, смотрите. Гонщик гоняет. Дороги, он скользкий, а они гоняют. Вот так вот потом врезаются друг в дружка. Куда-то поворачивает раскач. Ох ты. Слышно, да? Шипованная резина или что там?